Вітаю, шановні сябри. Віншуємо ми разом з волей. Ми разом з волей віншуємо усіх наших сябров, іркутських друзей, білоруських сябров. Ось ми віншуємо з купальнем. Сьогодні з 23 на 24 червня, или по-русски с 23 на 24 июня, купальская ночь. Именно сегодня. Почему именно сегодня? Дело в том, что понятно, что вроде бы как астрономическая ночь короткая немножечко раньше, с 20 на 21, с 21 на 22, с 22 на 23. Вот эти самые короткие ночи. И вот следующая ночь тоже одна из коротких, но уже как бы идет переход. Уже солнце начинает потихонечку, световой день уменьшаться, а ночь немножечко начинает увеличиться, чуть-чуть. Вот именно в этот момент, с 23 на 24 июня, наши предки всегда собирались вместе и проводили купальскую ночь. Так же, как согласно земледельческому календарю наших предков, после самой длинной ночи в декабре, с 25 декабря проводятся коляды 2 недели. С 25 декабря по 7 января. Также вот в самую короткую ночь, после самой короткой ночи, проводится купальская ночь, так называемая. Купальня надо проводить, конечно же, во-первых, вот видите, даже у меня футболочка с орнаментом. К сожалению, в этом году, в 2020, в Иркутской области объявлен карантин. И у нас очень много заболевших по области и по городу Иркутску на вот этот ковид. Поэтому, к сожалению, мы впервые за 25 лет не будем проводить массово праздник Купальни. Ну, с другой стороны, кое-кто, я знаю точно, собираются отдельными маленькими группами, семьями и будут разводить костер в эту ночь и будут праздник проводить. Я лишь только напомню всем нам, что Купаль — это одно из самых главных белорусских праздников. Он проводится всю ночь. Начинается он... Так, во-первых, выбирается место. Обязательно должно быть озеро. Вот за моей спиной озеро как раз хорошее. Лес должен быть, где желательно папоротник растет. Вот. В купальскую ночь нужно пройти очищение 3 основными стихиями. Это, ну, даже не стихиями, а 3 основными, как это сказать, в общем, нужно очищение пройти водой, огнем и растительным миром. И вот эти вот 3 момента надо обязательно всем соблюсти. Для того, чтобы пройти очищение огнем, ну, во-первых, самое главное, костер нужно зажигать от искры, тогда он будет считаться священным огнем. Есть различные способы его высекать, и, в принципе, я думаю, что многие это знают и умеют. От искры этот огонь считается священным. Его нужно зажигать в тот момент, когда начинаются сумерки. То есть в Иркутске это где-то в 10 вечера. То есть 22:00 приблизительно, плюс-минус в этот момент солнце окончательно начинает уже прятаться. И вот в этих первых, скажем так, сумерках и нужно зажигать костер. Вогнище, святое вогнище. Его зажигают от искры. Затем вокруг этого костра водят хороводы, поют песни купальские, играют в различные игры купальские. И это все тянется до полуночи, до 12:00 или 00 часов, до полуночи. В полуночи считается по белорусской мифологии, что в этот момент ровно на 30 минут расцветает папороть цветок. Он очень редкий, его найти очень тяжело. Но, тем не менее, кто найдет папороть цветок, тот получит дополнительные волшебные силы. Он будет очень, во-первых, здоровым, счастливым и богатым. У него будет нюх на деньги, на клады. Он может легко найти какие-то клады, какие-то деньги. Вот. Он будет понимать язык птиц и зверей, которые ему будут с ним разговаривать и подсказывать ему, что и как делать. Вот. То есть этот человек станет счастливым. Тот, кто найдет настоящий папороть цветок. Папороть цветок цветет только 30 минут
ровно с полуночи и до половины 1 часа ночи. Вот согласно белорусской традиции и мифологии. Единственное условие, если кто-то найдет этот папороть цветок, должен держать это в тайне. Если он проболтается об этом, магия цветка исчезнет. Можете в эту ночь поискать, ровно в полночь, выйти на улицу, в лес, там, где папоротника много, вот, и поискать, вдруг вам повезет, и вы найдете такой папороть цветок. После этого, когда вы поищете папороть цветок, обязательно нужно попрыгать через костер и таким образом пройти очищение огнем. Ну, после этого, конечно же, опять можно играть в игры, водить хороводы. И уже где-то часа в 4 утра можно сделать звар. Звар из различных, мы делаем это из 30 видов различных трав целебных, которые в том числе же растут в Иркутске. У нас есть свой рецепт, мы его держим в секрете. Но звар, те, кто был у нас на празднике, всем очень нравится. И его, когда выпьешь, сразу бодрость появляется. И как будто бы вот и ночь не гулял всю ночь. Вот. Это очень здорово. Вы можете свой найти рецепт. Самое главное, чтобы заварить как можно больше трав. Желательно 30 видов различных трав. Вот этот звар сварить на огне, на костре, на этом святом огнище. И его хоть немного довыпить. Таким образом вы пройдете очищение растительным миром. Ну и уже потом, совсем уже на заре, или, как говорят белорусы, на золку, когда уже появятся первые лучи солнца, нужно искупаться в водоеме, в озере, в реке. В крайнем случае, если вдруг у вас нет ни озера, ни реки поблизости, облиться водой. Потому что в этот момент считается, что вода приобретает самые сильные, заживляющие, чаровные, как говорят белорусы, свойства. И таким образом, обливаясь водой, вы проходите очищение и водой. Ну вот, собственно говоря, это основные моменты праздника Купалли. Конечно же, когда мы проводим праздник Купалли, у нас много различных есть блоков. Вся ночь у нас расписана, вся ночь у нас проходит как на одном дыхании. У нас там и нечистая сила выскакивает, и соревнования мы устраиваем, и русалки у нас танцуют, и потом Куполинка их уводит из воды. Кстати, ни в коем случае, вот это я видел где-то в новостях, что где-то ребята в Беларуси делали чучело русала и его сжигали. Нет, нельзя ни в коем случае сжигать. Русалки это очень уважаемые существа, с ними нужно держать мир и согласие. Их нужно задабривать, но ни в коем случае не злить. Вот. Я уже делал видео про русалок. Кто заинтересуется, можете посмотреть. Там большой такой видеоблог про русалок и как с ними нужно взаимодействовать. И как они себя ведут. Ну а сейчас, дорогие друзья, я думаю, что Воля вам пропоет купальскую песню. Мы ее попросим это сделать. Ішла копалка сялом, сялом, ішла копалка сялом, сялом. Закривши вочки пяром, пяром, закривши вочки пяром, пяром. Вітала хлопців шалом, шалом, вітала хлопців шалом, шалом. Пляла вяночки шовком, шовком, пляла вяночки шовком, шовком. Полела ночку огнем, огнем, полела ночки огнем, огнем. Слила копалка добром теплом, слила копалка теплом добром. Слава копалка
пяем, пяем, слава копалке, пяем, пяем. Ну вот, дорогие друзья, несмотря на то, что в этом году мы праздник проводить массово, как все эти предыдущие годы, 25 лет мы проводили Купальскую ночь. В прошлом году было более 300 человек на нашем празднике, иногда бывает и больше. Вот, и праздник у нас действительно проходит очень задорно, весело, приезжают с семьями, с друзьями, компаниями. Но в этом году, к сожалению, вот мы из-за пандемии не проводим этот массовый праздник. Но, тем не менее, я думаю, что хотя бы в таком случае мы какую-то традицию соблюли. Ну и будем надеяться, что все это наконец-таки исчезнет, все эти болезни. И мы вернемся к своему обычному режиму работы и будем проводить остальные праздники, которые существуют в земледельческом календаре. Всего вам наилучшего. Кто может, собирайтесь с семьями около водоемов, около речек, во дворе у себя где-то на улице, около перелесков, хотя бы костер разжечь, хотя бы попрыгать через него, хотя бы звар сварить, хотя бы пройти какое-то, поблеваться водой. Вот, пожалуйста, 3 главных момента. Это очищение огнем, очищение растительным миром и очищение водой. Это все можно сделать в домашних, в принципе, условиях. Всего вам наилучшего, с праздником, с купальным, сябры.